В Якутске собаки напали на школьника. Два алабая накинулись на ребенка на 7-м километре Маганского тракта. Отбили пострадавшего прохожие. Вызвали скорую помощь. С места происшествия его доставили в медцентр. Врачи оказали школьнику необходимую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Напомним, что ситуация с бродячими собаками сегодня напряженная. Проблемы в первую очередь возникают с отловом животных в связи с тем, что финансирование в этом году в мэрии на эти работы сократили в 4 раза. О том, что в Якутске проблемы с отловом диких животных, говорят цифры. В столичном пункте передержки животных на сегодняшний день содержится всего 40 собак. Согласитесь, для города, где собаки бегают стаями и нападают на прохожих, цифра ничтожно мала. Кстати, отлавливают вместе с собаками и кошек. С каких округов столицы жалуются на безнадзорных кошек горожане? И сколько всего животных находится сегодня в пункте передержки, в материале Дмитрия Тымырова. Десяток заявок в сутки. Бесперебойная работа по отлову безнадзорных животных идет каждый день. Если пару месяцев назад горожане жаловались на безнадзорных собак, то сегодня, по словам работников пункта, участились жалобы на кошек. Хочу заметить, что очень много брошенных щенков, кошек в подъездах особенно. И постоянно отлов идет по подъездно. Очень много кошек. Прямо как будто это нашествие какое-то кошек. Я раньше такого не замечала, конечно. Самое большое количество заявок по безнадзорным кошкам поступает из строительного округа столицы. Затем промышленного округа, далее идут Сайсарские и автодорожные округа. Почему-то жители именно этих районов города жалуются на подброшенных котят и голодных кошек в подъездах. Вместе с тем праздничные выходные дали работникам пункта передержки животных возможность раздать кошек и собак. Только за прошлую неделю пункт устроил в добрые руки более 100 животных. Первый месяц, января и начало этого февраля щенят много приводили. Этого. На улице бросали и в основном на подъездах переносили. Ага. Люди разобрали, сейчас щенков маленьких нету. Хорошо берут щенков. Ну, люди, конечно, да, в основном берут на охрану. Кто-то начинает с щенка, чтобы привык к человеку, который они хозяевам привыкли. Есть, которые взрослые сразу берут для охраны частного сектора, да, есть такие. Все животные в пункте передержки проходят обязательный осмотр ветеринара и чипируются. Здесь отмечают, что случаев, когда забирают животных и затем возвращают, не бывает. Сегодня в передержке находится 91 животное. Из них 18 – это кошки и котята, 41 собака и 32 щенка. Работники пункта передержки животных надеются, что безнадзорных животных будет меньше. А тем, кто уже приобрел себе пушистого друга, просят быть ответственными, следить, ухаживать и не бросать их. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск.